4 эксперимента над мышами объяснили смысл жизни человека. В этом ролике рассмотрим 4 эксперимента над грызунами, которые помогут понять смысл жизни человека. Первый эксперимент назывался «Вселенная 25». 4 мышей поместили в мышиный рай, где была еда и питье в неограниченном количестве и совсем не было опасностей. В таких условиях мыши стали очень быстро размножаться. Когда численность мышей достигла 600, появилась конкуренция между старым и новым поколениями. Появились первые отверженные мыши, которым доставалось от остальных. Самцы становились более пассивными, а самки более агрессивными. Популяция стала постепенно сокращаться. Со временем появились самцы-красавцы, которые перестали драться, бороться за самок, они только ели, пили и спали. Вслед за такими самцами появились самки-одиночки, которые перестали рожать, а остальные стали убивать детенышей. Мыши стали практиковать гомосексуализм и каннибализм. В итоге через 18 месяцев после начала эксперимента умер последний житель мышиной цивилизации. Самое интересное, что эксперимент назывался «Вселенная 25», потому что данный эксперимент был проведен 25 раз и всегда заканчивался одинаково, трагически. Вывод. В идеальных условиях, когда организму для выживания не надо использовать сложные поведенческие функции, происходит смерть духа, деградация, которая неминуемо приводит к смерти тела. Таким образом, всеобщее или личное счастье не может являться целью жизни, это только побочный продукт. Только движение и развитие как процесса и есть смысл жизни. Второй эксперимент был проведен над крысами. Когда крыс погружали в условия стрессов, опасностей и конфликтов, они начинали болеть и быстро умирали. Когда крысам давали только положительные эмоции в виде комфортной жизни, лишенной негативной составляющей, мыши тоже заболевали и умирали. Но чуть позже подтверждаются результаты предыдущего эксперимента. Научно было высчитано, что соотношение положительных и отрицательных эмоций должно быть 3:1. В таких условиях живое существо чувствует себя комфортно и живет дольше. Вывод. Поражение, боль, потери, неудачи, стресс – это неотъемлемая часть жизни, без которых жизнь невозможна. Что такое здраво смотреть в завтрашний день? Это значит понимать, что кроме хороших событий, будут и плохие, и это необходимо для развития человека. Но лучше, чтобы пропорции позитива и негатива в жизни были 3:1. Третий эксперимент наглядно продемонстрировал четкую иерархию в крысином мире. 6 крыс были помещены в ящик, из которого был один выход, ведущий в бассейн. Бассейн вел к еде. В итоге крысы разделились на 4 группы, 2 ведущих, 2 ведомых, 1 одиночка и 1 отверженный. За едой плавали ведомые, отдавали еду ведущим после побоев, только после того, как поедят ведущие. Ели ведомые. Одиночка сам себе добывал еду и мог за себя постоять. Отверженного все обижали, и он питался отбросами. Эксперимент проводился 20 раз, и каждый раз результаты были одинаковыми, разделение на 4 группы. При этом даже если в ящик помещали 6 крыс ведущих или одиночек, ведомых или отверженных, снова происходило разделение ролей. Вывод. В социуме всегда присутствует иерархия, человеческое равенство – это утопия. Если вам не нравится ваша социальная роль, боритесь за свое место под солнцем, в том числе есть вариант поменять социум. Счастье в том, чтобы вас устраивала ваша социальная роль в жизни. Четвертый эксперимент доказал, что зависимость можно контролировать. 20 крыс были помещены в парк, в котором были разные ходы, тоннели, домики, бассейн, длинные переходы и много пищи. Других 20 крыс держали в традиционных клетках. Первой и второй группе поставили по 2 поилки, одна с обычной водой, а в другой был подслащенный раствор наркотика. Жители парка пили только воду. Даже если кто-то из крыс пил воду с наркотиком, то зависимости у них не было. Они все равно предпочитали пить обычную воду. В свою очередь крысы из клеток быстро пристрастились к наркотику. Через некоторое время крыс поменяли местами. Крысы из парка развлечений, оказавшиеся в клетках, быстро перешли на наркотик, а крысы, которые были помещены в парк, стали больше пить обычную воду. Вывод. Зависимости приходят в жизнь от однообразия. Если ваша жизнь яркая, интересная, вы все время находитесь в движении и творческих поисках, то вам будут не нужны ни наркотики, ни алкоголь, ни прочие зависимости. Вы и так будете находиться в эйфории от собственной жизни. Бегите от рутины и скуки. Создавайте интересную жизнь, наполненную путешествиями, яркими событиями и интересными проектами. Возможно, в этом и есть смысл жизни.